Praise the Lord. Amen. Слава Господу. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5. Давайте откроем второе послание Коринфянам, 5 главу. 2 Corinthians chapter 5. We'll read the verses 14 and 15. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 стих. Now remember something very careful when we read these scriptures. Помните, что мы исследуем Писание. He talks about that we no longer will be called up ourselves, but our love and will be before the Lord. И это место, которое говорит нам о том, что мы уже не столько сконцентрированы собой и принадлежим себе, как мы принадлежим Господу. God is trying to impress upon us the importance of that this last hour. И Бог пытается вложить, донести до нас важность того, о чем мы сейчас говорим в это последнее время. God lets us know what the deception will be in the last hour. Бог показывает нам, в чем будет это обольщение последнего времени. God reveals to us what the great danger will be for us in the last days. Бог открывает нам, какие огромные опасности таятся в этом последнем времени для нас. The danger is not the euro, or the danger is not the politics in America. И опасность не в европейском кризисе и не политике Америки. The danger that Paul said would be for us is selfishness. Но опасность, о которой говорит Павел здесь для нас, это эгоизм. That we would somehow draw back unto ourselves. Что каким-то образом мы начинаем обращать внимание на себя. God has a remedy for that. Amen. И у Бога есть средства от этой болезни. Just fall in love with Jesus. Просто влюбиться в Иисуса. I said fall in love with Jesus. Влюбиться Amen. в Иисуса. Get full of Jesus and not no room for self. Наполниться Иисусом настолько, что уже не останется места для нашего «я». Full of Jesus, there is no room for self. Когда мы полны Иисусом, то уже нет места для нас. So let's read these verses, 2 Corinthians 5, 14 and 15. Давайте прочитаем из второго послания Коринфянам 5 главы 14 и 15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». And we're talking about this morning about being a prisoner of His love. И мы говорили сегодня утром о том, чтобы нам стать пленниками Его любви. And the word constrain here that Paul used means to hold or to be made a prisoner. И вот это слово «объемлет», которое здесь использует Павел, означает быть взятым в плен. And if you and I are going to truly be set apart for God's work, it's only going to be as we're constrained and made prisoner by His love. И если мы с вами по-настоящему будем отделены Богом для Его дела, это произойдет только как результат, потому что мы позволили Его любви пленить нас. This constraint must be His love, not ministry, not do's and don'ts, but the love of God. И это пленение, эта захваченность должно быть только Его любовью, не служением, не какими-то делами или еще чем-то. That we live no longer to ourselves, but we now live unto Him. Чтобы мы уже живя, жили не для себя, но для Него. You see, it's a hard thing for you and I to admit today that we can live unto ourselves and be in church. И это очень непросто нам сегодня признать, что мы можем жить для себя и при этом оставаться в церкви. As I minister to people, I watch them, and the Lord gives you discernment. It's hard for us to believe that. И когда я смотрю на людей и наблюдаю за ними, то видно, что очень трудно им в это поверить. I watch people in ministry, and they're convinced that they live totally unto God. Я видел людей, которые поглощены служением, и они полностью убеждены, что они всей своей жизнью принадлежат Богу и живут для Него. They convince themselves everything is fine. Они убедили себя в том, что все хорошо. But when God begins to deal with them about that secret place, they realize they've not been there in a while. Но когда Бог начинает говорить с ними об этом тайном месте встреч с Ним, то они понимают, что давно уже там не были. When you get quiet, you begin to hear that voice that says, "I miss you." Amen. Когда ты успокаиваешься и приходишь в тишину, ты начинаешь слышать голос, который говорит: «Я скучаю за тобой». And you'll come back home and make home a place that Jesus feels welcome. И ты можешь тогда вернуться домой и сделать это своим обитанием, место обитания, то место, где Иисус. This is the answer for the deception in this last hour. И это есть ответ и средство от обольщения последнего времени. I can't overemphasize that today, what I'm speaking about. И я знаю, что я не могу переоценить то, о чем мы сейчас говорим. Selfishness is the mark of the beast for this last hour. Потому что эгоизм – это и есть знак зверя в это последнее время. If you want to see a people that's already taken the mark of the beast, you see people that's selfish.
Если вы хотите увидеть людей, которые уже приняли начертание зверя, вам просто нужно посмотреть на эгоистичных That людей. is the mark of the beast, selfishness. Эгоизм – это и есть начертание или знак зверя. But if you get captivated by the love of Jesus, Но если вы будете захвачены любовью Христа, you no longer live unto yourself, but you live unto Him. то вы уже будете жить не для себя, но для Него. That's why it's so important that we embrace this today. И поэтому нам так важно это сегодня понять. Let's go back to Leviticus chapter 8. Давайте снова вернемся в книгу Левит, 8 глава. Let's read these scriptures again, verses 31 through 36. И снова прочитаем эти места Писания, 31 по 36 стих. Now, repetition is one of the best teachers you ever have. Повторение – это один из самых лучших учителей, который у вас может быть. God in His mercy will come over and over and teach us through repetition. Бог в своей милости вновь и вновь приходит к нам и учит нас, повторяя нам какие-то вещи. Let's read these verses again. Давайте снова прочитаем эти стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея». And we saw these scriptures that Aaron's sons have been called to the priesthood. Amen. В этом месте Писания мы видим, как Аарон и его сыновья были призваны к священству. They're called to a place to be consecrated and set apart to God. Они были призваны в определенное место, где они должны быть посвящены и отделены для Бога. And the Lord showed us this morning that one of the priorities was to be shut in with God. И сегодня утром мы видели, что приоритет номер 1 был в том, чтобы им уединиться с Богом. Where the first priority was to be taught how to minister unto the person of God. Amen. Их первый приоритет состоял в том, чтобы научиться, как служить лично Господу. And it gets just right back to a preacher. We're not called to talk about God, we're taught to talk for God. И когда мы это проецируем на проповедника, то мы понимаем, что мы не должны говорить о Боге, но мы должны говорить от Его лица, за Него. That only happens when we truly have fellowship with God. Но это может произойти только тогда, когда мы по-настоящему имеем общение с Господом. Now, you won't know anything about the love of God until you spend time with Him. Amen. И вы не можете ничего знать о любви Божьей до тех пор, пока вы не начнете проводить с Ним время. I can read books, I can hear sermons, but I don't know much about the love of God till I spend time with Я могу God. читать книги, слушать проповеди, но ничего не узнаю о любви Божьей, пока не начну проводить с Ним время. It's like telling a person that they need to pray and say, you read this book and you know how to pray. Это точно так же, как если бы человек хотел научиться молиться, ты ему говоришь, что прочитай эту книгу, и ты будешь знать, как молиться. You don't learn how to pray by reading a book. Ты не можешь научиться молитве, читая книгу. You learn how to pray by getting dependent on God and praying. Amen. Ты можешь научиться молиться, сконцентрировавшись внимание на Боге и молясь. And the Holy Ghost will teach you through that dependence how to pray. И Дух Святой будет учить тебя через эту зависимость от Него, как The молиться. same is true with the love of God. You learn the love of God spending time with God. Точно так же это и с любовью Божией. Ты можешь ее узнать только проводя с Ним время. It's in this place we learn that constraining power of God's love. И мы здесь увидели с вами, что вот эта притягающая сила и есть Божья любовь. And then we become captivated. We become imprisoned by this love that He has И for когда us. мы попадаем в Его присутствие, когда проводим время, то мы становимся пленниками, нас захватывает Его любовь. We become a prisoner of the love of Christ that He gave for us on that cross. Мы становимся пленниками любви Христа, которую Он явил для нас на кресте. And more as we shut ourselves in, that process is advanced in our lives. И по мере того, как мы больше и больше уединяемся с Богом, этот процесс продвигается в нашей жизни. This is not a one-time thing. Over and over, that process is advanced where you learn to be
captivated by Christ. Это не что-то одноразовое, но всякий раз, когда мы вновь и вновь закрываемся с Богом, уединяемся, этот процесс набирает обороты. And the more you learn His love, the more you desire to walk in His ways, walk in His holiness. А чем больше ты узнаешь Его любовь, тем больше у тебя появляется желание ходить Его путями, ходить Его святости. Then He puts a desire in your heart to surrender everything to Him. Amen. И затем Он вкладывает в сердце желание подчинить все Ему. As you taste of the Lord, you have a desire to surrender to this Lord. Когда ты вкусишь Господа, Его благости, тогда у тебя придет желание покориться этому Господу. You know, we sat yesterday, we had lunch day, or last night we had some cake. Amen. We celebrated. Вчера вечером мы ужиная, мы ели торт, праздновали день рождения. Well, when you taste that cake and it's good, you want to taste a little bit more. Если ты немножко откусил этого торта и тебе понравилось, то тебе хочется откусить еще немного больше. You only know the love of Christ as you taste that love. Точно так с любовью Христа. Если ты однажды вкусил эту любовь, And the more you taste that love, the more you'll want that love. и Amen. чем больше ты ее вкушаешь, тем больше тебе ее хочется. And then a preacher won't have to beg you to surrender to God. И тогда проповеднику не нужно будет умолять тебя подчиниться Богу. You'll come to the house of God surrendered and broken and able to hear the word of Ты God. будешь приходить в Дом Божий в подчинении, сокрушенный перед Богом и готовый слышать Слово Божье. Now, let's make this thing real simple today. Давайте мы постараемся все это сохранить в простоте. What is the foundation of the love of God? Какое есть основание любви Божьей? When you study the word of God, what's the very foundation of the love of God? Когда мы изучаем Слово Божье, то какое основание для Его Remember, любви? we're talking about being captivated, being made prisoners of His love. Помните, что мы говорим сейчас о том, чтобы быть плененными, быть захваченными Его любовью. The very foundation of His love is that God so loved this world that He gave His only begotten Son. И само основание Его любви записано в Иоанна 3,16, где написано, что Бог возлюбил этот мир и отдал Своего Сына. That's the foundation of the love of God. Это есть основание для Божьей любви. That God so loved this world that He gave us something. Что Бог так возлюбил мир, что Он отдал что-то. Let God just take you back to the very foundation of Christianity, just for a minute. Просто на минутку хочу вернуться к самим основам христианства. Jesus Christ was given to us by the Father. Amen. Иисус Христос дан был нам Богом Отцом. God loved this world, so He gave us His Son, that we might through the Son be saved. Amen. Бог так полюбил мир, что отдал Своего Сына, чтобы через Сына мы могли быть спасены. But it was much more than we might be saved from hell or saved to heaven. Но речь идет о чем-то намного большем, чем просто спасти нас от ада и приготовить для небес. Now Jesus said He came to seek and to save that which had been lost. Иисус говорит, что Он пришел взыскать и спасти то, что было потеряно, Now, погибшее. I'm not making a play on words, but listen to what He said. Я не хочу сейчас просто играть словами, но послушайте внимательно, что Он говорит. He didn't say I come to seek and save the lost, although He did. Он говорит, я не пришел спасти и взыскать погибшее. He said I came to seek and save that which was lost. Он говорит, я пришел спасти и взыскать то, что было потеряно. What had been lost that Jesus Christ came to restore? И что же было потеряно, что Иисус пришел восстановить? The communion between man and God had been broken. Общение между Богом и человеком было нарушено. Jesus came to seek and save that communion that sin had broken between man and God. И Христос, придя, пришел, чтобы взыскать и восстановить вот это общение, которое было нарушено между Богом и человеком. So when God sent His Son back, it was not just for us to miss hell and make heaven. И поэтому, когда Бог послал Своего Сына, это не было основной целью, чтобы мы не попали в ад, а пошли на небо. It was that we may truly understand and experience the true love of God. Но цель была в том, чтобы мы по-настоящему смогли понять и пережить любовь Божью. Jesus built a bridge right back to God. Amen. Иисус построил для нас такой мост назад к Богу. God's love was manifested through His Son. Божья любовь явилась через Его Сына. And this love would captivate men and women until they became prisoners of this love. И эта любовь захватывает человека до тех пор, пока он не станет пленником этой любви. Now think about what we just said. Подумайте о том, что мы сейчас сказали. This love would captivate men. Эта любовь захватывает человека. You read it all through the Word of God. И это можно прочитать на всем протяжении всего Слова Божьего. You read about men and women all the time in the history of the church.
Мы читаем о таких людях на протяжении всей истории церкви. You wonder what it was that they had that was so special, amen. И мы задаемся вопросом, что они имели такое особенное. Now, I know we talk about the anointing and all that. Я знаю, что мы часто говорим о помазании и тому We подобное. thank God for the anointing, amen. Мы благодарим Бога за помазание. I've learned as I've studied and read behind men and women of God this special thing. Но когда я изучаю жизни этих людей Божьих, то я нахожу у них всех одно общее, что было особенным. What they really had was they had fallen in love with Jesus. То, что у них по-настоящему, что их выделяло, это то, что они влюбились в They've been Иисуса. captivated with the man. Они были захвачены этим человеком. Not religion, not ministry, not church. Не религией, не служением и не церковью. It separates men from all of the men. Но это то, что отделяет человека от всех от людей остальных. This is the one thing that separates men within the ranks of the church. Это то, что выделяет человека из рядов церкви. It separates them because they've been imprisoned by that love of Jesus Christ. Их выделяло то, что они были пленниками любви Иисуса Христа. God's love was manifested through His Son. Божья любовь явилась через Его Сына. You can be shut in with God as you're shut in with Christ. Amen. Вы можете быть наедине с Богом, как мы сегодня наедине можем быть со Христом. Now, all through history, men have been captivated by this love. I mean, just awed by the love of Christ. Amen. И мы видим на протяжении всей истории, как вот эта любовь Христа захватывала и пленяла людей. If we ever get back to this spirit of holiness, this shadow of holiness, this is how we're going to come back. И если мы когда-то вообще вернемся к вот этой тени святости, то это есть путь, по которому мы туда можем I want to идти. go back just a little bit. I want to go back just a little bit. Хочу немножечко вернуться назад. When that shadow of holiness was cast in the book of Acts, that was a people that were walking in a love for God. Amen. Когда мы читали о тени святости в книге Деяний апостолов, то там говорилось о людях, которые жили в Божьей любви. That love, that shadow that was cast was by people that had been captivated by Jesus Christ. Эта тень падала от людей, которые были захвачены Иисусом Христом. There's many shadows in the church today. Many shadows. Сегодня очень много разных теней в церкви. There's shadows of intellect, shadows of ability, shadows of emotion. Есть тень интеллекта, тень способности, тень эмоций. There's shadows of personality cast in the church all the time. Есть тень каких-то особенных личностей, которые отбрасываются в церкви. These shadows lend toward that deception of the spirit of selfishness. Но все вот эти тени, они ведут нас к обольщению эгоизма, о котором мы And it читали. brings that other culture of liberalism into the house of God. Они приносят с собой вот эту другую культуру и либеральное мышление в Дом Божий. It brings that looseness and that worldliness into the house of Это God. приносит вот эту беспечность и мирское состояние в Дом Божий. But you find the people that's been captivated and imprisoned by the love of Christ, they have cast that shadow of holiness. Но когда ты находишь людей, захваченных и плененных любовью Христа, именно эти люди отбрасывают вот эту тень святости. Now let us ask ourselves a question today. И давайте мы зададим сегодня сами себе такой вопрос. Let's each one of us get real today. Ну, давайте будем честными сегодня. What holds you captive? Что пленяет тебя? What holds you captive? Что удерживает тебя в плену? What holds you captive? Что удерживает тебя? Your wife knows you. Your husband knows you. Твоя жена знает тебя, твой муж What знает тебя. really holds us captive? Amen. Что удерживает нас по-настоящему в плену? What has captivated our minds? Что захватывает наши мысли? I've had my wife on several occasions in being a preacher these 20-something years. I've had my wife many times to tell me this over 20-something И years. за эти 27 лет моя жена мне неоднократно говорила об этом. She said, you get too caught up in your preaching. Она говорит, ты слишком захвачен своей проповедью. She said, you're absolutely getting too caught up in your preaching. Amen. Ты очень сильно захвачен своей проповедью. And every time she said that, I knew exactly what the problem was. И каждый раз, когда она так говорила, я точно знал, в чем была моя проблема. I had gotten away from that secret place with the Lord. Я удалился из этой тайной комнаты с I'm Господом. not talking about a place where you pray about sermons. Я не говорю сейчас о том месте, где ты молишься за свои проповеди. I'm not talking about a place where you pray for souls. Я не говорю сейчас о том месте, где ты молишься за души. I'm not talking about a place where we do warfare for Europe. Я Amen. не говорю о том месте, где мы воюем, сражаемся за Европу. I'm talking about where it's just you and Him. Я говорю о том месте, где только ты And его. it's all about Him.
И все вращается It's вокруг него. not anything about what you're going to do. Речь не идет о том, что ты будешь It's делать. not anything about what you need. Речь не идет о том, в чем ты нуждаешься. You're just there because of who He is. Но Amen. ты там просто ради того, кто он есть. You know what I'm talking about? Вы понимаете, о чем я говорю? What has captivated us today? И что пленяет нас сегодня? You see, the spirit of this world and the spirit of religion is trying to captivate us. Дух этого мира и дух религии пытается захватить нас. He doesn't care if he does it in church or out of church. He doesn't care. И это не важно, где это, в церкви или вне церкви. He just soon you'd be in church captivated as you had at a bar. It don't matter to him. Ты можешь быть сидеть в церкви и быть захваченным этим духом точно так же, как ты сможешь быть захваченным, сидя где-то в баре. As long as he's removed the attention off of Jesus. Если только ему удастся отвлекать твое внимание от Иисуса, он достиг своей цели. That we preach and sing about him, but don't really minister to him. Amen. Чтобы мы пели и проповедовали о нем, но не служили ему по-настоящему. So let us ask ourselves again, what captivates us? Поэтому еще раз давайте зададим себе вопрос, что нас сегодня пленяет? Now, a captive is one who's been taken prisoner. Пленник – это тот, кого взяли в плен или арестовали. But it also means one who has been charmed or subdued by beauty or excellence. Но это также может означать кого-то, кто был захвачен чьей-то обаятельностью или красотой. It means one whose affections are seized. Amen. Это означает того человека, чьи чувства захвачены. It's one who has strong ties of love towards something. Это кто-то, кто имеет сильные узы любви в отношении чего-то или кого-то. Now, my affections were charmed when I met my wife. Amen. Когда я встретил свою жену, то мои чувства, мои привязанности были захвачены ей. My affections were seized. Amen. Мои чувства были пленены. I'm sure they were initially subdued by her beauty and her excellence. Они были подчинены, покорены, можно сказать, ее красотой, ее обаянием. But captivated also means to be made prisoner. Но также мы говорили о том, что быть пленником, это значит быть заключенным, то есть попасть в плен. It means to be overpowered. It means to be charmed. Это значит быть покоренным. Whether in war or in affections. Идет ли речь здесь о войне или идет речь о чувствах? To be overpowered, to be Но captivated. это значит, что над тобой одержали победу. Paul said, casting down every imagination and everything that exalts itself against our knowledge of God. Павел говорит, что мы должны не спровергать всякое превозношение, всякие замыслы, которые восстают против познания Божия. And bring into captivity every thought to the obedience of Jesus Christ. И пленять всякое помышление в послушание Иисусу Христу. Paul said we're to bring those things into captivity. Amen. Павел говорит, что мы должны пленять эти помышления. And the more you go into this secret place, the more these thoughts and our hearts' affections are captivated. И чем больше ты проводишь времени в этом тайном месте, тем больше наши чувства, наши привязанности пленяются Христом. That's why Satan, that's why he wants you to stay away from the secret place. И это причина, почему сатана так хочет, чтобы мы оставались как можно дальше от нашей тайной комнаты. It's in the secret place where his love for you is made real. Потому что именно там Божья любовь для тебя становится реальной. It's in the secret place where that desire to surrender is made real. В Amen. тайном месте вот это желание подчиниться Ему становится реальным. When you're in that secret place, God don't have to twist your arm to do anything. Когда ты в этом тайном месте, то Богу не приходится выламывать тебе руки, When you're чтобы заставить что-то тебя сделать. that close to Jesus, He can ask anything He wants and you'll do it. Когда ты Amen. близок к Иисусу, Он может попросить от тебя чего угодно, и ты это с радостью Are сделаешь. you with me, church? Вы понимаете меня, церковь? I know I'm talking about my wife a whole lot, so forgive me. Amen. Я знаю, что много очень говорю о своей жене, простите меня. But when my wife and I first met, Но когда я встретился первый раз and со своей it's женой, still true today, и это сегодня также all осталось, she has to do is put those elbows on that arm, on that chair beside of me. Amen. все, что ей нужно было сделать, это положить свою руку рядом со мной And just put those eyes on me. Amen. и посмотреть на меня. She can pretty much get anything she wants. Она могла получить все, что она захотела бы в тот момент. Amen. That still works with Jesus, church. И это также сегодня еще срабатывает с Иисусом. I said that still works with Jesus. Это все еще действует с Иисусом. If you get in the secret place, you'll learn His love. Ты придешь в тайное место, ты узнаешь Его любовь. And you can be captivated again by this person of Jesus Christ. И ты можешь быть вновь захваченным этой личностью Иисусом Христом. And I want to look just for a few minutes how God initiated manifesting His love. И я хочу просто несколько минут показать,
как Бог начал проявлять свою любовь. Now, I want you to think about how God initiated manifesting this love. Как Бог изначально начал проявление своей любви. This love that would constrain men to live unto Him. Это любовь, которая подталкивает человека жить для Бога. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единственного Сына. When God sent His Son to be born of a Virgin Mary, another priesthood came forth. Когда Бог послал своего Сына, и Он родился от Девы Марии, то другое священство начало свою работу, свое служение. Right down Hebrews chapter 7, verse 16. Напишите послание Евреям, 7 глава, 16 стих. And also verse 9. We won't turn there, just write it down. Hebrews 7, 16 Евреям 7, 16 and verse 19. и 19 стих также. Now you can look here now. So I'll Смотрите, read it to пожалуйста, you. я прочитаю это для вас. When Jesus Christ was born, another priesthood was entered in. Amen. Когда Иисус Христос родился, то другое священство начало свое служение. Hebrews said this priesthood was not after the law of a carnal commandment. И в послании Евреям написано, что это было священство не по закону заповеди плотской, But it was after the power of an endless life. но по силе жизни не пристающей. Now you think about what we just said. Вы думаете о том, что мы только что сказали? When Jesus Christ was born, an endless life entered into this world. Когда Иисус Христос родился, то вот эта непристающая жизнь вошла в A мир. life that never ceases. Жизнь, которая никогда не перестает. That means the possibilities of spending time with Him are ceaseless. Amen. Это означает, что возможности провести с Ним время, они не пристающие. Then verse 19 says, "For the law made nothing perfect, И 19 стих говорит, что закон ничего не довел до совершенства. but the bringing in of a better hope did." Но вводится лучшая надежда. The law made nothing perfect, Закон ничего не довел до совершенства. but the bringing in of another hope did. Amen. Но пришествие вот этой другой, лучшей надежды смогло The довести bringing до in of a совершенства. better hope did make things perfect. Лучшая надежда, которая смогла привести к совершенству. Then it says, "By the which we draw nigh unto God." И потом он говорит, посредством которой мы приближаемся к Богу. So when Jesus Christ was born, there was the bringing in of a better hope. Итак, когда Иисус Христос родился, то в мир вошла лучшая надежда. This better hope allows us to draw nigh unto God. И Amen. эта лучшая надежда позволяет нам приближаться к Богу. To come into the very presence of God as we come into the presence of Christ. Приходить в присутствие Бога, в присутствие Христа. And this bringing of a better hope was initiated at the birth of Jesus Christ. Amen. И вот эта новая надежда и началась с He рождения becomes Иисуса a priest Христа. forever after the order of Melchizedek. Он стал священником навек по чину Мелхиседека. Then when you study the Word of God, something tremendous happened when Jesus Christ was born. И когда мы изучаем Слово Божие, то мы видим, что-то грандиозное происходит вместе с рождением Христа. If you listen to this, it's going to arouse something in your heart. Amen. Если вы это сегодня услышите, то это что-то пробудит в вашем сердце. It's going to make you wonder how you ever got away from this secret place. Это вообще заставит вас удивляться, как вообще могли удаляться из этого тайного места с Богом. The bringing in of a better hope. Вхождение этой лучшей надежды. The bringing in of Jesus allows us to draw nigh unto God. Вхождение Иисуса в этот мир позволило нам приблизиться к Богу. Nothing was made perfect by the law, but was made perfect by the coming in of this endless life. Ничего не довел до совершенства, но эта непристающая жизнь, придя в мир, довела до совершенства. And some tremendous things happened when Jesus Christ was И born. что-то удивительное произошло, когда родился Иисус Христос. There was a tremendous response of joy and reverence and adoration when Christ was born. Мы видим, что когда Христос рождается, то есть проявление радости, любви и почтения. When Jesus got born, you read in the Word of God, all of a sudden there was great joy and great adoration. Когда Иисус родился, мы видим, что вдруг открывается такая великая радость и великое поклонение. Because there was a bringing in of a better hope, an endless life. Потому что это было пришествие лучшей надежды и жизни непристающей. This would be that life that would eventually rent the veil and allow man back into God's Это presence. была та жизнь, которая в конце концов разодрала завесу в храме и позволила человеку войти в Божье присутствие. This was that constraining love that would be brought to humanity. Это была вот эта объемлющая любовь, которая была
излита на человечество. And men rejoiced when this endless life came to pass. И человек радовался, когда эта вечная жизнь явилась. And what they did is an example for you and I that we might live this way. И то, что они делали, это пример для нас с вами, чтобы мы жили таким образом. God wants us to rejoice today at this constraining love. Бог хочет, чтобы мы сегодня могли радоваться этой объемлющей Божьей любви. God wants us to rejoice again at this love that can consecrate and set us apart. Бог хочет, чтобы мы сегодня могли радоваться этой любви, которая отделяет и посвящает нас Богу. So you listen to the story again, amen. Поэтому мы можем услышать эту историю еще раз. When this endless life came in, Когда эта жизнь непрестающая when вошла this в мир, better hope came in, когда эта лучшая надежда была введена в мир, the wise men rejoiced with exceeding great joy. мы читаем о волхвах с востока, что они радовались радостью And великой. fell down and worshiped Him. И они нашли и поклонились Ему. All of a sudden in this world, that better hope, that endless life came in. Вдруг, неожиданно, эта лучшая надежда вошла в этот мир. That constraining love of God had manifested itself. Эта объемлющая любовь Божья проявилась. And all of a sudden out of nowhere, wise men came and rejoiced with exceeding great joy. И эти мудрецы или волхвы с востока, придя, возрадовались радостью великой. There was with the angels a multitude of the heavenly hosts praising God. Мы видим, там является небесное воинство, множество ангелов. Glory to God on earth, glory to God in the highest, and on earth, and peace and goodwill toward men. И они восклицают слава Богу вышних, и в человеках благоволение. Wise men and angels rejoicing and praising God. Волхвы и ангелы радуются и хвалят Бога. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they heard and seen. Мы читаем о пастухах, что они вернулись, прославляя, восхваляя Бога за все то, что они видели и слышали. All of a sudden, wise men and shepherds and angels are rejoicing and praising God. Мы видим, как вдруг эти волхвы, ангелы и пастухи начинают радоваться и прославлять Бога. You see, if you'll think about it, this is profound. Amen. Если мы об этом задумаемся поглубже, This is not just a good Sunday school story we read to our children. это не просто хорошая история для воскресной школы, чтобы почитать нашим детям. This is the bringing in of that better hope, that endless life. Но это и есть вхождение этой лучшей надежды и жизни непрестающей. They are being captivated and imprisoned by the love of God. Эти люди были захвачены и пленены любовью Божьей. Something is happening to them. Что-то произошло с ними. Something supernatural has happened to their lives. Что-то сверхъестественное произошло в их жизни. This is what must happen to the church again. Это то, что должно вновь произойти с церковью. We must come back like little children, amen. Нам необходимо вернуться как маленьким детям We must rejoice with exceeding great joy, amen. и возрадоваться этой радостью великой. We must come out of that presence having been captivated by the love of God. Мы должны выйти из этого присутствия, будучи захвачены любовью Божьей. It didn't stop there. Но на этом все не заканчивается. Simeon, who had been here, Anna and Simeon had been here during those 400 years of silence. Мы читали там о Анне и Симеоне, которые были много лет у храма. Simeon took up this baby in his arms and blessed God and said, Мы читаем, что Симеон взял этого младенца на руки и благословил Бога и сказал: Lord, let thy servant now depart in peace according to thy word. Господи, теперь с миром Ты отпускаешь слугу Твоего, For my eyes have seen thy salvation. потому что глаза мои видели Твое спасение. Anna coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord. Написано, что Анна, войдя в храм, в этот момент начала благодарить и славить Бога. And she spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. И она говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. All these were captivated and awed by the very birth of Jesus Christ. Все эти люди были захвачены и пленены самим фактом рождения Иисуса. They all represent something very supernatural. И все это представляет что-то очень сверхъестественное. They were being made prisoners of the love of Christ. Они были пленниками любви Христа. They were being captivated. Они были захвачены. Their hearts were fluttering, amen. Их сердца трепетали. They were blushing in the presence of this child. Они краснели, можно сказать, в присутствии этого ребенка. They had captured and embraced the love of God. Они приняли и были объяты любовью Божьей. They were captivated by a person, amen. Они были захвачены личностью. In the world, in the church today, many are captivated by a system.
Сегодня, как в мире, так и в церкви, очень часто люди захвачены системой. Many that sit in the church are captivated by a system, a world. Очень многие, сидящие в церкви, захвачены системой, как и в мире. Many are captivated with this world of technology. Amen. Многие захвачены в этом мире технологиями. Many are captivated by the world of fashion that sit in the house of Многие God. сегодня, даже сидящие в Доме Божьем, захвачены миром моды. Many are captivated by many things today. Очень много, что нас сегодня может пленить. And they add to that captivation Jesus. И к вот этим всем пленениям они пытаются добавлять Иисуса. But heaven says your heart is captured by something Но else. небеса говорят, твое сердце захвачено чем-то другим. Heaven may say, I see your hands lifted in the air. На небесах говорят, я вижу твои поднятые к небу руки. I hear you singing the song. Я слышу, как ты поешь песни. But you're captured by something else. Но ты захвачен на самом деле чем-то другим. You just added Jesus on to what else you do. Ты просто прибавил Иисуса к тому всему остальному, чем ты занят. But these I just read about were captivated by a person, praise Но God. те, о ком мы сейчас читали, были захвачены личностью. That's why it's so important in the house of God to be that person that's still awed by the presence of Jesus И Christ. поэтому так важно, находясь в Доме Божьем, быть человеком, который живет в присутствии Божьем. I believe these we just read about represent a people in any generation that responds correctly Я to верю, the что word of все God. те, о ком мы сейчас читали, они представляют собой прообраз людей, которые есть в каждом поколении. Now let's just think about it in the natural for a few minutes. Давайте немножко поразмышляем в естественном смысле об этом. It's the very natural thing when people get excited when a child is born. Amen. When a baby is born. Это что-то естественное и нормально, когда люди радуются при рождении ребенка. That's a very natural thing. Amen. Это что-то вполне естественное. A new life is coming to that family. Когда новая жизнь появляется в семье, A new personality is coming to that family. новая личность появляется в семье. I have one grandchild, grandson is 4 years old. У меня есть сейчас один внук, ему 4 года. We just found out that my son's wife is expecting with our second grandchild. И недавно мы узнали, что жена моего сына ожидает сейчас второго ребенка. They just found out before I came here it's going to be a girl. И буквально перед тем, как я приехал сюда, они узнали, что это будет девочка. I'm already having to put my wife on a weekly allowance. Amen. A weekly allowance. So she can spend all my money. И мне уже надо ставить лимит на банковские карты моей жены, чтобы она не потратила все мои деньги на это. I will absolutely be broke. Потому что иначе я обанкрочусь. I'm serious. И Amen. я серьезно это говорю. There's something about a grandchild, Есть что-то особенное во внуках. especially a little girl. Amen. Особенно, когда речь идет о внучках. Sorry, man, but there's something special about that little girl. Извините, ребята, но есть что-то особенное в маленьких внучках. There's something special when a child is born into a family. Amen. Есть что-то особенное, когда рождается ребенок в семье. We've all experienced that. И мы все это переживали. That's what happened in what I just read to you. Это то, что произошло здесь, в этом месте, о котором я читал. But this is supernatural. Но это сверхъестественно. You see, having a child represents a mother having to travail and labor and push forward. Рождение ребенка также подразумевает, что перед этим его мать мучилась родовыми муками. A mother has to travail and labor and push till that child, that new life comes forth. Она напрягалась и терпела боли для того, чтобы этот ребенок мог родиться в этот мир. And that mother will push until that first cry is heard. И эта мама прилагает усилия до тех пор, пока не послышится первый крик. Are you with me, church? Вы слышите? Much labor, much pain, Много much push боли, много напряжения, много давления. until that first cry is heard. До тех пор, пока не послышится первый крик And этого ребенка. that cry brings great joy, amen. И этот первый крик приносит эту огромную радость и облегчение. That cry brings great pleasure to that mother when she hears it. Этот первый крик приносит огромную радость и удовольствие матери. The birth of Jesus Christ was much the same way. Точно так же было рождение Иисуса Христа. Mary pushed forward as that baby was born. Мария мучилась этими родовыми муками, пока не родился этот младенец. Mary pushed forward as that life came forth. Amen. До тех пор, пока не появилась на свет эта жизнь. Mary pushed forth until that life cried out. Мария продолжала напрягаться и прилагать усилия, пока он не закричал But see, первый раз. this cry was different, amen.
Но этот крик чем-то отличался. When this child cried, it was the better hope. It was the endless life. Когда этот ребенок впервые закричал, это была вот эта лучшая надежда, которая пришла в мир. You see, there was another pushing forth that day. В тот день были также и другие роды, и другие схватки. There was another cry that was birthed when Jesus Christ was born. Был другой крик, который появился, когда родился Христос. Remember, Hebrews said this is the power of an endless life. Вы помните, в послании евреям мы читали, что это сила жизни непрестающей. This is the bringing in of a better hope. Это вводится лучшая надежда. The bringing in. Вводится надежда. And with this bringing in, we are able to draw nigh unto God. И благодаря введению этой лучшей надежды мы можем приблизиться к Богу. When Mary birthed this child, that cry was heard across this world. Когда Мария родила этого ребенка, то его крик был услышан во всем мире. Wise men, shepherds, and angels were drawn to God. Мы читали о волхвах, мы читали об ангелах и пастухах, которые были привлечены All Богом. of a sudden, in the spirit world, men heard another cry. В духовном мире услышан был другой крик. When that father in that labor room, in that birth room, hears that cry, he's drawn to that mother. Amen. Когда отец, находящийся в родильной комнате, слышит этот крик, то привлекает его. Everybody listens to that cry. И Amen. все слышат этот крик. And they know everything's fine. И потом все знают, что все In the нормально. spirit world, they heard the cry from God. В духовном мире они услышали крик от Бога. Now man can be drawn nigh unto God. Теперь человек может приблизиться к Богу. The bridge has been built back. The communion now man can have. Мост был восстановлен. Общение человека с Богом может снова начаться. Because this birth represents God coming to man. Потому что это рождение означало Бога, пришедшего к человеку. God had come to man. Бог пришел к человеку. Emmanuel, God with us. Иммануил, Бог с нами. The cry of this child would be the cry of God. И поэтому крик этого ребенка, это был крик Бога. Do you hear me, church? Вы слышите меня, церковь? When this child cried, it was the cry of God. Когда этот ребенок закричал первый раз, это был Божий крик. You can come nigh unto me, amen. Ты можешь теперь приблизиться ко мне. And it would be a cry that would captivate those that heard it. И это был крик, который пленил тех, кто его услышал. Every man that's ever heard this cry came was made a prisoner of his love. Каждый человек, который, услышав этот крик, пришел, стал пленником его любви. Listen to what we just said. Послушайте то, что мы сейчас говорим. Every man that's ever really heard the cry of God right here. Каждый человек, который когда-либо по-настоящему услышал Божий крик, They were drawn to that cry, were made prisoners of that и cry. он был привлечен этим криком, он стал пленником. And God's going to show us the characteristics of those that draw nigh to God. И Бог покажет нам характерные черты, присущие тем, кто привлечен Божьей любовью. I want you to see just for a few minutes the characteristics of those Я that хочу, draw nigh чтобы to вы God. увидели эти характерные черты, присущие таким людям. Turn to Luke chapter 2. Давайте откроем Евангелие от Луки, 2 главу. I hope this is stirring your heart, amen. Я надеюсь, что это где-то вдохновит вас. Are you hearing that voice say, I miss you? Or you hear that voice say, I miss you? Слышали ли вы уже сегодня этот голос, который говорит, я скучаю за тобой? He misses us, church. Он скучает за нами, I said he misses us in that secret place, church. Он скучает за нами в этом тайном месте Oh, I встречи. know, amen. I know about the Spirit, church. Я знаю, He misses us in that secret я place. знаю, что Он скучает за But нами. he's still crying out, praise Но God. Он все еще взывает к нам. I said he's still crying out, Он hallelujah. все еще призывает нас. He's still drawing us to himself, Он amen. все еще влечет нас. I said he's still drawing us to Он himself. все еще влечет нас. If we get back to that secret place. Чтобы мы могли вернуться в это тайное место. Luke chapter 2. Луки 2 глава. I want to look at Simeon just for a moment. Давайте посмотрим на Симеона. Let's look at Simeon's response to this life and this hope. Увидим его отклик на вот эту жизнь и вот эту надежду, о которой мы говорим. Let's look at Simeon's response to this cry of God. Amen. Давайте посмотрим, как Симеон отреагировал на этот Божий крик. Look at verse 25 and 26. 25-26 стих. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Now this is a man that hears that cry of a child, but it's really the cry of God.
Это человек, который услышал плач ребенка, но это на самом деле был крик Божий. This is a man that's drawn to God, to this endless life, this better hope. Это человек, который был привлечен к Богу благодаря вечной жизни и лучшей надежде. Now think about the time that Simeon lived. Подумайте о том времени, в которое жил Симеон. It was during those 400 years when God was silent. Это было в течение тех 400 лет, когда Бог сохранял полную тишину. There was no fresh spoken revelation during the time that Simeon lived. В течение того времени, когда жил Симеон, не было свежего живого откровения. Yet Simeon's name itself speaks of a people, a remnant. Но само имя Симеон означает остаток, людей, народ. It speaks of people that will serve God with their whole hearts, even in the midst of darkness. Это имя говорит о народе, которые будут служить Богу всем своим сердцем посреди тьмы, окружающей их. It was a dark time that Simeon lived in. Это было очень темное время, в котором жил Симеон. But Simeon's name means hearing. Но имя Симеон означает It means слышащий. the ability to hear. Это значит имеющий способность. And even in the darkness, Simeon heard that cry from God. И даже среди этой тьмы Симеон смог услышать этот Божий крик. Simeon heard that cry of the bringing in of a better hope. Симеон услышал этот крик при вхождении лучшей надежды. He heard the cry of an endless life, and he was drawn to that. Он Amen. услышал крик этой жизни непрестающей, и он был привлечен им. Simeon's ear was in tune to God. He was waiting for God. Ухо Симеона было открыто для Бога. Он ожидал услышать от Бога. He was waiting for this child to cry of God. Amen. Он ожидал услышать этого ребенка, который был голосом Божьим. And the Holy Ghost revealed to him he would see this child before he died. И Дух Святой открыл ему, что он увидит этого ребенка, прежде чем он умрет. That captivated Simeon. И это пленило Симеона. Simeon was captivated. Симеон был The пленен. Holy Ghost said, Simeon, you can see this child before you die. Дух Святой сказал ему: Симеон, ты увидишь этого ребенка, прежде чем ты умрешь. You'll be in the presence of this child before you die. Ты попадешь в присутствие этого ребенка, прежде чем ты умрешь. That captivated Simeon. И это то, что пленило You Симеона. know what that says to you and I? Знаете, что это должно говорить нам с When вами? God comes to His Word and tells you and I that we can come to His presence, Когда Бог приходит к нам в Своем Слове и говорит, что мы можем быть в Его присутствии. you can come back to my presence. Ты Amen. можешь вернуться в мое присутствие. You can experience my presence again. Ты можешь вновь пережить мое присутствие. That you don't have to keep going to church, but you can experience my Для того, presence. чтобы ты не просто продолжал ходить в церковь, но чтобы ты переживал мое присутствие. We can be captivated by that just like Simeon was. И мы можем быть захвачены этим, как был захвачен Симеон. This held Simeon captive until he saw that child. Это то, что держало Симеона в плену до тех пор, пока он не увидел ребенка. God wants to captivate us with the possibility of truly spending time with the Lord. Amen. Бог хочет захватить нас этой возможностью по-настоящему проводить с So Ним время. look at what happens when Simeon's captivated by that thought. Давайте посмотрим, что происходило, когда Симеон был захвачен. Look at what Simeon does when he was captivated by the very thought of being in the presence of this child. Что происходит, когда Симеон по-настоящему захвачен самой мыслью о том, чтобы вернуться в Божье Now присутствие? you got to hear what that was what said now. You got to Очень hear that. важно услышать то, что мы сейчас будем говорить. Look at how Simeon responds when he realizes I can be in the presence of this child. Посмотрите, как Симеон реагирует, когда он осознает, что он может быть в присутствии Божьем. Verse 27 through 30. 27 по 30 стих. Watch what he does. Смотрите, что он делает. Amen. «И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов». Simeon comes by the Spirit into this house. Hallelujah. Симеон по вдохновению I said he приходит к comes Богу. by the Spirit captivated with that thought. Он приходит по вдохновению, захваченный этой мыслью. He hears this cry, he sees this child, he embraces him with his arms. Он Amen. слышит этот крик, он видит этого ребенка, и он берет его на руки. Simeon hears, Simeon sees, and he embraces the manifestation of the love of God. Симеон видит, Симеон слышит, и он объявляет вот это проявление Божьей любви. We can be brought into this by the Spirit into this place again. Hallelujah. Мы можем вновь быть по вдохновению в этом месте. How am I going to get back to the secret place?
Как можно вернуться в тайное место с Богом? When we're so busy and so captivated with so many other things, Когда мы настолько заняты и захвачены столькими разными вещами, we'll get back to this place by the Spirit of God. мы Amen. можем туда вернуться благодаря Духу The Божьему. Spirit will draw us back. Hallelujah. Дух Святой может привлечь нас туда. And we can see and we can hear and embrace this manifested love of И God. мы можем увидеть, услышать и обнять вот это проявление Божьей любви. And what did Simeon say once he had put that child in his arms? И что сказал Симеон, когда он взял этого ребенка себе в руки? Remember, this is not just a child. This is endless life. Помните, что это не просто ребенок, но это вечная, This непрестанущая жизнь. is not just a child. This is a better hope. Amen. Это не просто ребенок, но это лучшая надежда. He said, now thy servant can depart in peace. Ныне отпускаешь раба твоего с миром. Hallelujah. 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 Did you hear what he said? Вы слышите, что он говорит? Now thy servant can depart in peace. Praise Ныне God. твой раб может уходить с миром. I've seen that endless life. Я видел эту жизнь I've непрестанущую. touched that better hope. Praise God. Я прикоснулся к этой лучшей He's надежде. saying to us, I didn't just go to church. Он говорит нам, я не просто ходил в I церковь. didn't just sing the songs. Я не просто там пел I песни. didn't just preach the message. Я не просто проповедовал My проповедь. eyes have seen, my ears have heard. Hallelujah. Но мои глаза видели и I've уши слышали. embraced the endless life. Я держал в руках эту вечную жизнь. Now I can leave in peace. А Praise теперь я God. могу уходить с миром. I've touched God. God's touched me. Я прикоснулся к Богу, и Бог коснулся меня. That's what church is supposed to be all about. Saying, Это то, друзья, о чем вообще должна идти речь в церкви. not a stirring of the emotions, Не просто разогретые but where эмоции. that spirit man has been touched by Jesus Но Christ. это то, Hallelujah. когда духовный человек прикасается к Иисусу Now Христу. thy servant can leave in peace. Ныне отпускаешь раба твоего If с this миром. world sees the church in that kind of peace one more time, Если этот мир сможет увидеть церковь еще раз вот с таким миром, в таком мире, that peace will be contagious to this world. Amen. то этот мир станет заразительным I для said мира that окружающего kind, of, нас. that kind of peace will be contagious to the world. Такой мир может стать заразительным для мира вокруг нас. Simeon's captivated now. He's constrained by this И love. мы Amen. видим, что здесь Симеон захвачен, он объят любовью Божьей. He's learned how to wait on God. Он научился ожидать Бога. Those that are captivated and are held captive by this love will learn how to wait on God. Те, которые захвачены, пленены любовью Божьей, они научатся ждать Бога. We'll have the same characteristics that Simeon had. И у нас будут те же черты, присущие нам, как присущи были We'll have Симеону. ears to hear and eyes to see. У нас будут уши слышащие и глаза видящие. We'll hear the cry of God again through this word and be drawn to God. Мы сможем услышать Божий крик в этом слове, и мы можем быть привлечены к We'll Богу. hear that cry of God in prayer and be drawn to God Мы again. сможем услышать этот Божий крик в молитве и вновь быть привлечены к Нему. We'll have the strength to embrace this life. Amen. И As у нас Simeon будут did. силы обнять эту любовь, как и были у Симеона. Simeon put his arms around this baby. Amen. Симеон взял этого ребенка в руки. In this secret place, he wants you to put your arms around him. В Hallelujah. тайном месте, в тайной комнате он хочет, чтобы вы могли обнять его. He wants you to love on him as he loves on you. Praise Он God. хочет, чтобы вы любили его, как он любит вас. It's in this place that you're consecrated and set apart unto God. И именно в этом месте мы становимся посвященными и отделенными для We Бога. need to get back to this place, church. И нам необходимо вернуться в это I said we место. need to get back to this place. Нам Hallelujah. необходимо возвратиться в это Oh, место. yes, we do. Amen. Да, это действительно I said, yes, we нужда. do. Praise God. Это действительно нужда. Let me tell you something. I've told people all across this world about Ukraine. Amen. Я говорю всем людям по всему миру, куда приезжаю, об Украине. I've bragged on the Holy Ghost in the Ukraine. Amen. И я хвастаюсь тем, как Дух Святой действует на Украине. I've told people that in the Ukraine was the closest I've been to Pentecost. Я говорю людям, что именно в Украине я как нигде в другом месте приблизился к Пятидесятнице. So I believe that God is moving in the Ukraine. И я Amen. верю, что Бог действует в Украине. But you need to get back to this place. Но нам необходимо вернуться в это место. I said we still need to get back to this place. Нам все Amen. еще нужно вернуться в то место. Ukraine, we need to come back home to this place. Украина, Praise нам God. нужно вернуться домой, Oh, на yes, это we место с do. Богом. I said, yes, we do. Да, Amen. это необходимо. God told me to tell you, you need to come back to this place here. Что Amen. Бог повелел мне сказать вам, что нам необходимо вернуться. You're going to have ears to hear and eyes to see like you never thought У вас possible. будут уши слышать и глаза видеть, как вы никогда себе даже не You'll have представляли. strength to embrace the Lord Jesus У Christ. вас будут силы, чтобы обнять Господа You'll Иисуса come out of this Христа. place captivated by the love of Вы Jesus Christ. сможете Amen. выйти из этого места захваченными любовью Иисуса Христа. You'll come out of this place with a peace that passes all understanding. Вы выйдете из
этого места, имея мир, который превосходит всякое That's the разумение. characteristics that Simeon had. Это характерные черты, присущие And Симеону. he lived in a time when there was no fresh И revelation. он жил в то время, когда не было свежего откровения. There was not a preacher every day preaching to him. Не было и каждый день проповедников, которые бы ему There проповедовали. was no fresh revelation of God. Когда не было свежего откровения от Бога. But he waited on that cry. Но он ожидал этот крик. He knew what he needed, praise God. Он знал, в чем он нуждался. And when that child cried out, И когда этот ребенок закричал, he heard the cry of God. он Hallelujah. услышал крик Божий. I said he heard the cry of Он God. услышал крик Божий. And Simeon came by the Spirit and saw И this cry. написано, по вдохновению Духа Симеон пришел и увидел. Ukraine, you can do the same. Украина может сделать то же And we самое. can have Pentecost in the Ukraine. Мы Amen. вновь можем пережить I said we can 50-й. have Pentecost in the Ukraine. Можем пережить 50-й. We can cast this shadow of holiness over the Ukraine again. Бросить Praise God. эту тень святости на Украину. Who knows? It may come out of the Ukraine and fall right on into Europe. Кто Amen. знает, может быть, это начнется на Украине и распространится на всю Европу. Maybe revival will come out of the Ukraine into Europe. Praise Ведь God. это пробуждение начнется с Украины и If распространится we в get Европу. back to this place, hallelujah. Если мы вновь вернемся в это место, Do you hear me, church? вы слышите меня? Do you hear the possibilities, praise Вы God? слышите те возможности, Of what которые God can do in связаны our midst, hallelujah. того, что Бог может сделать в нашей If we среде. just get honest and come back home, praise Если мы God. просто станем честными и вернемся домой. Hallelujah. Hallelujah. Аллилуйя. Shepherds, angels, wise men, Пастухи, ангелы и волхвы, captivated by this love, захваченные этой любовью, captivated by the cry of God. захваченные криком Божьим. Anna and Simeon captivated, amen. Анна и Симеон плененные. What about Anna? Что насчет Анны? What characteristics does she have that we can have? Что было присуще Анне, что можем иметь и мы? Look at verse 36 and verse 37. Давайте посмотрим 36 и 37 стих. Okay. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. She's waiting for this cry from God, amen. Она ожидает услышать этот крик от Бога. She had been a widow for 84 years. Она была вдова, ей было 84 года. She had not departed from the temple, amen. Она не отходила от храма. She served God with fastings and prayers. Она служила Богу постом и молитвой. What was she waiting for? Чего она ожидала? Do you think she was waiting to go to church? Вы думаете, она ожидала возможности пойти в Do you церковь? think she was waiting to go hear a preacher preach or a choir sing? Она ожидала возможности услышать проповедь проповедника или пение Well, хора? I thank God for all that, amen. I thank God Я for all that. благодарен Богу за все And это. that's not what she was waiting Но for. это не то, чего она She ожидала. was waiting for an endless life. Она Hallelujah. ожидала жизнь не She was waiting for a better hope, praise Она God. ожидала лучшую Do you надежду. hear me, church? Слышите ли вы церковь? Anna's name means grace. Имя Анна означает благодать. God gave her grace to wait all those years. Бог дал ей благодать ждать все эти годы. And just like Simeon, she lived in those 400 years of И silence. как Симеон, она также жила в эти 400 лет полной тишины. And that silence was broken by the word repent. И эта тишина была прервана словами I «покайтесь». said that silence was broken by the words repent. Эта тишина была нарушена впервые словами It tells «покайтесь». us that where sin abounds, grace will much more abound, praise Это God. говорит нам о том, что где изобилует грех, там изобилует и There благодать. was 400 years of silence because of the sins of mankind. Там было 400 лет тишины из-за грехов человечества. But that word repent means grace has showed up, praise Но God. это слово «покайтесь» означает, что явилась благодать. Glory to God, grace has showed up, hallelujah. Благодать явилась. Jesus came full of grace and truth. Иисус пришел полной благодати и истины. John 1 and 14, amen. Иоанна 1,14. This endless life came full of grace and truth. Эта непрестающая жизнь явилась полная благодати и истины. Anna had grace to wait for him. Иоанна получила благодать дождаться его. Anna had grace to be captivated by him. Она получила благодать быть захваченной им. Anna had grace to embrace this endless life. Она получила благодать также принять эту And вечную look at любовь. what happened, verse 38, amen. Давайте прочитаем 38 стих. 38. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Hallelujah. This grace
brought Anna face to face with this child. Благодать привела и поставила Анну лицом к лицу The с этим same ребенком. thing to do you if you come back to this presence. То же Amen. самое, что произойдет с вами, если вы I вернетесь said к to bring you back face to face with God. Это Hallelujah. приведет вас лицом к лицу с And Богом. filled her heart with joy and И thanksgiving. это наполнило ее сердце радостью и благодарностью. You want true joy and true thanksgiving? Вы желаете настоящей радости, настоящей благодарности. I'm not talking about an emotional stirring. Я не говорю сейчас о эмоциональном I'm not возбуждении. just talking about getting excited and your emotions getting Я stirred. не говорю о том, чтобы возгревать эмоции и возбуждаться просто так. I'm talking about the joy of the Holy Ghost. Я Amen. говорю о радости от Святого Духа. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Царство Ghost. Божие есть праведность, мир и радость во Святом Духе. We want the joy of the Holy Ghost is contagious. Мы знаем, что радость Духа Святого заразительна. Grace to bring you back into the presence of the Lord Jesus Christ. Благодать может возвратить вас в присутствие Господа Иисуса Христа. It'll fill your heart with joy and thanksgiving. Это может наполнить вас радостью и благодарностью. These are the characteristics of those that were made prisoners of this love. Это характерные черты тех людей, которые были сделаны пленниками Божьей любви. For unto you is born this day in the city of David, the Savior, Ибо родился нам Спаситель в городе Давидовом, which is Христос, Christ the Lord, and thou shalt call his name Jesus. который есть Христос Господь, и назвали его Иисус. For he shall save his people from their sins. Потому что Он спасет людей своих от грехов их. Saved from sin to be made prisoners of love. Он Hallelujah. спасет их от грехов их, чтобы они стали пленниками Его любви. Say it with me this morning. Скажите это со мной. Say this with me. Скажите это со I've мной. been saved from sin. Я спасен от греха. I've been saved from sin. Я спасен от To греха. be made a prisoner of love. Чтобы стать пленником любви. Come on, church. I've been saved to be made a prisoner of love. Praise Я был God. спасен, чтобы стать пленником любви. I will be captivated by the love of Jesus И Christ. я хочу быть захваченным любовью Иисуса Христа. Hallelujah. Did you hear me, church? Вы слышите меня? Glory to God. Hallelujah. Слава Богу. I'm not just saved from sin. Я не просто спасен от I'm греха. not just saved from sin. Я не только спасен от I've been греха. given grace to be captivated by the love of Но Jesus. я спасен, чтобы быть захваченным любовью And I Иисуса. can come back home again, praise И я God. могу вернуться снова домой. That we can fall in love with Christ И again. мы можем вновь влюбиться во Христа. That's the characteristic these vessels have. Это те характерные черты, присущие таким сосудам. Wise men, angels, and shepherds. Волхвы, пастухи и ангелы. A child was birthed in. Ребенок родился. A cry of God was heard. Божий крик раздался. Those that have this nature, this characteristic, will have imparted them an act of God's will. Amen. И те, которые имели вот эти черты, они стали частью исполнения Божьей воли. These characteristics are imparted to you by an act of God's will. Вот эти все характерные черты даны вам как исполнение Божьей The воли. desire to be a prisoner of God is imparted by the grace of Это God. желание быть пленником Божьей любви дано нам по благодати Божьей. That's why Paul said in Ephesians chapter 3, verse 1. Поэтому Павел говорит в послании Ефесянам 3:1. Paul said, Paul, the prisoner of Jesus Christ. Он пишет: Павел, узник Иисуса Христа. Paul, the prisoner of Jesus Christ. Павел, узник Иисуса Well, they put Христа. him in a prison, Они посадили его в but he тюрьму, was already a prisoner. но он уже был узником. I said he'd already been captured. Он Hallelujah. уже был захвачен, Long before пленен. they put him in a prison, he was Задолго captured. до того, как его посадили в тюрьму, он уже был пленен. I was in Philippi. Я был в Филиппах. I stood there at the prison that Paul was in. Я был в той тюрьме, где когда-то I был looked Павел. inside that prison, not where Paul was laid. Я смотрел на то место в тюрьме, где лежал I когда-то remember Павел. the scripture, praise И God. я вспомнил это место. Rome might have put him in that prison, Рим посадил его в but he'd тюрьму. already been captured. Он Hallelujah. задолго до этого уже был I said he'd пленником. already been captured. Он уже Hallelujah. был пленником. What's captivated you? Что сегодня What пленяет has тебя? captured your heart? Что Amen. сегодня захватило твое Paul сердце? was saying in Ephesians chapter 4, verse 1. Павел говорит в Ефесянам 4:1. Paul, the prisoner of the Lord, Павел, узник Господа Иисуса Христа, beseech you, умоляет вас, beseech you, умоляет тебя, that you walk worthy of the vocation whereof you've been ты called. жил достойно звания, которым ты был призван. And what was the call that Paul embraced? И что это было за звание, To be которое made был a prisoner призван? of the Lord Jesus Christ. Это было призвание I стать said to be made a пленником prisoner of the Иисуса Lord Jesus Христа. Christ. Быть пленником Иисуса Христа. That's the call that Paul beseeches you to embrace. Это и есть то призвание, о котором Павел умоляет вас, жить достойно To Его. get
get captivated one more time. Быть еще раз To захваченным. hear the cry of God. Еще раз услышать Божий To крик. hear the cry of an endless life, a better hope. Услышать крик этой непрестающей жизни лучшей надежды. Drawn back into His presence. И быть привлеченным в Его присутствие. I said drawn back into His Быть presence. привлеченным в Его присутствие. Where joy and thanksgiving and patience floods your soul. Где твою душу наполнит радость и You благодарность. find yourself impatient, Если ты видишь, что ты сегодня нетерпелив, get back in the presence of God. вернись в присутствие Божье. You find your joy slipping through your fingers. Ты Amen. видишь, что радость ускользает у тебя сквозь пальцы. Get back in the presence of God. Вернись в Божье присутствие. You find yourself too much unthankful for the things Ты God видишь, blessed что you with. ты неблагодарен за то, что Бог делает. Get back in the presence of God. Вернись в Божье присутствие. You find this Christianity starting to be familiar with you. Ты Amen. видишь, что христианство становится для тебя чем-то обыденным. Get back in the presence of God. Возвратись в Божье присутствие. A child has been born. Ребенок родился. I said a child has been born. Младенец родился. A manifestation of the love of God. Проявление Божьей An любви. endless life, a better hope. Вечная жизнь и лучшая An надежда. endless life being here today. Непрестающая жизнь I said сегодня He's here здесь. today, Он praise God. сегодня здесь. I said Jesus Christ is here Иисус today. Христос Hallelujah. сегодня здесь. He's reaching out to you. И Он простирает к тебе Why don't руку. you reach back to Him, praise Почему God? тебе не Why откликнуться? don't you reach out and embrace Him today, Почему praise God? тебе не откликнуться и не That's what обнять Его? Simeon did. Это то, что сделал Simeon Симеон. reached out and grabbed Him, praise God. Симеон протянул руки и Why don't you обнял. reach out today and embrace the Lord Почему Jesus сегодня Christ? нам не протянуть свои руки и не Why don't you обнять come back Господа? home, Ukraine? Почему мы Украине Come on back вернемся home, домой? Ukrainians, amen. Давайте вернемся домой And fall in love with Jesus. и Hallelujah. влюбимся в Иисуса. Made prisoners, Мы станем пленниками, captured by the love of Christ. захваченными любовью Христа. Not by church, Не церковью, not by religion, не религией, not by the world, не миром, not by fashion, не модой, not captured with yourself, но не захваченные сами captured собой, by the love of Jesus Christ. но плененные любовью Иисуса Христа. Пленники этой любви. Hallelujah. 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 Amen. Let's stand, church. Давайте встанем. Glory to God. Слава Богу. Glory to His name. Слава Иисусу. Lift your hands and praise God. Давайте поднимем руки и прославим Let's Бога. just lift your hands and praise God. Давайте поднимем руки и прославим Worship this Бога. Christ this morning. И Amen. поклонимся этому Христу. Love Him this morning. Будем любить Его.